Так свой новый бассейн изучает старушка Захария. Трехтонный бегемот переехал в просторный вольер на прошлой неделе. В сравнении с тем, где она обитала, это лужи и море. Увидеть своими глазами нового обитателя пока нельзя. Животное находится на карантине, он продлится примерно месяц. Это важно для здоровья и психики бегемота. На территории нового зооботсада нет высоких заборов и клеток. Сделано это для того, чтобы зрители могли наблюдать за животными на открытой площадке. А посмотреть будет на кого. Планируется завести животных, каких раньше не было ни в одном зоопарке страны. Например, африканских слонов и черных носорогов. В Казань уже приехали львы, страусы, голубые антилопы, мартышки и сурикаты. 48 особей. Пока они на карантине. В общей сложности здесь будут обитать 34 вида. У нас в этом месяце приобретают еще 8 видов животных. То есть полный состав, как мы и говорили, возможно, будет только примерно 20-е годы и 21-е. Многие обитатели появятся благодаря спонсорам. Предприятия республики купили больше 200 животных. Река Замбези – это больше 7 гектаров, полностью посвященных Африке. Зоопарк построен по европейскому образцу. Его строят с 2015 года. Это совершенно другая, ни на что не похожая стройка с большим количеством требований международных зоозащитных организаций, которые мы терпеливо, шаг за шагом выполняли. На очереди реконструкция старого зоопарка, а в новом почти все готово. Попасть на реку Замбези можно будет в конце декабря. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.